Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Кабыскан Александр Степанович. Я доцент кафедры теории и методик начального образования Института педагогики БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Позвольте ознакомить вас с программой вступительных испытаний по профилю управления персоналом в образовательной организации. Наша магистерская программа ориентирована на подготовку управленческих кадров в области образования, в области основного общего образования, главным образом. Обратите внимание на то, что вступительные испытания проводятся только в форме тестирования. То есть это экзамен педагогика, это экзамен, условно будем считать его устный. Проводится он в форме тестирования. Итак, каковы особенности вступительного испытания? Экзамен проводится в форме тестирования, результаты оцениваются по 100-бальной шкале, время проведения вступительного испытания 60 минут. Количество заданий в тесте, здесь в данном случае выборка идет из общей базы, как правило, от 25 до 30. Здесь уже все будет решать выборка. Насколько я помню, минимальное количество тестовых заданий это 25. У всех сдающих количество тестов будет одинаково. Давайте еще на что обратим внимание. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт с 10:00 до 15:00. Доступ открывается вам по ссылке, которая придет на вашу почту, либо через личный кабинет, введя свой персональный логин и пароль, вы можете зайти, и там будет строка «Педагогика. Устный ответ». Сдать экзамен нажимаете кнопку, и у вас сразу же запускается тест. Значит, повторюсь, доступ к экзамену открыт с 10:00 до 15:00. В этот период вы должны зайти в систему. И самое позднее время, когда вы можете зайти, раз экзамен идет 1 час, то это 14:00. В противном случае вы можете просто не успеть сдать тест, если вы позже зайдете в систему. Поэтому будьте внимательны. После входа начинается отсчет времени. Стандартно 1 час. Пересдачи по данному предмету не предусмотрены. Обратите, пожалуйста, внимание. Итак, давайте посмотрим, на какие же разделы нам нужно обратить внимание при подготовке. В первую очередь это история педагогики образования, да, история педагогики образования, история педагогического образования. На что здесь смотрим? Это исторический подход в изучении педагогических явлений, ведущие педагогические идеи в истории человечества на разных этапах его развития, истоки гуманистических идей педагогики, основные авторские педагогические системы прошлого, в том числе Каменского, Ушинского, Сухомлинского, Макаренко, развитие школы как социального института, становление высшего образования, характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и за рубежом, образовательная политика 21 века, отечественные педагогические воззрения в современном мире, процесс интеграции национальных систем образования. Второе. Это воспитание и обучение. Скажем так, достаточно большое количество вопросов также посвящено аспектам, связанных именно с воспитательной системой, с обучением. И что сюда входит? Это педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке, методология науки и деятельности, методы педагогических исследований, педагогический процесс как основная категория педагогики, теория целостного педагогического процесса, современные концепции образования личности, различные подходы к конструированию содержания образования, теории обучения и воспитания, классификация методов обучения и методов воспитания, многообразие образовательных программ, теории педагогической деятельности. То есть, как вы видите, это весь тот круг вопросов, по которым, понятное дело, не стопроцентно по всем, но по отдельным из них, как раз-таки в той выборке, которая вам будет представлена тестовой, как раз-таки задания будут. Далее, что еще? Управление в общем среднем образовании. Здесь, обратите внимание, больший упор делается все же на владение терминологией или на владение понимания спецификой управления образовательной организацией. Что здесь? Это основы управления в образовании, понятие педагогического управления,
Психология управления, имидж руководителя образовательной организации, его целесообразность, соответствие достигаемой цели, доверительность, поиск аргументации имиджа, деловой этикет и деловое общение, основы профессиональной управленческой деятельности, локус контроля, средства массовой информации, социальный статус личности, связь с общественностью, конфликтология, основные методы и технологии педуправления, переговоры, приемы достижения согласия. Такие разделы у нас здесь представлены. Пожалуйста, обратите внимание. Ну и чтобы вы имели представление о том, какие же все-таки будут тестовые задания, давайте рассмотрим примеры схожих заданий. Ну, например, по истории педагогики. Древнегреческий мыслитель, основоположник метода эвристической беседы. Сократ, Платон или Аристотель. Если вы помните хорошо из вузовского курса истории педагогики, это, конечно же, Сократ. Далее. Основатель мировой научной педагогики. Платон, Каменский, Ушинский. Опять же, если вы хорошо помните историю педагогики, вы без труда сможете дать ответ. Конечно же, это Каменский. Какому образовательному учреждению посвятил долгие годы своей жизни Василий Александрович Сухомлинский? Опять же, обратите внимание, здесь тоже, если вы помните биографию, если вы знакомы с трудами научными, то, конечно же, это Поволжская средняя школа. Далее здесь примеры вопросов, связанных с управлением образованием. Четвертый вопрос здесь больше на эрудицию, конечно же. Посмотрите, через какой промежуток времени организуются и проводятся педагогические советы в организации общего среднего образования. 1 раз в месяц, 2 раза в месяц, 6 раз в году. Ну, здесь я уж вам объяснять не буду. Если вы знаете специфику работы в образовательных организациях, то без проблем сможете ответить. Если нет, ну, поищите ответ. Почему бы и нет? Может быть, действительно интересный для себя какой-то вывод сделаете. Коллектив. Это группа, в которой взаимоотношения опосредуются только личностно значимыми целями, группа, отличающаяся реально действующей организационной структурой, межличностные отношения носят деловой характер, группа, объединенная только внутренними целями, не выходящими за ее рамками, и устойчивая во времени группа взаимодействующих людей со специфическими органами управления, объединенные общими целями. Пожалуйста, здесь вот вам пример как раз-таки вопроса на знание терминологии. Что же такое коллектив? Пожалуйста, опять же здесь это все есть. Так, что же касается литературы, по которой вы можете готовиться. Рекомендуемая литература. Здесь, во-первых, это нормативная документация. В первую очередь, конечно же, посмотрите Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Да? ФЗ номер 273. Во-вторых, мы вам предлагаем круг литературных источников, на которые, обратите внимание, в программе вступительных испытаний, которая вывешена на сайте нашего университета, обратите внимание, режим доступа. Да? Есть электронная ссылка, вы можете ознакомиться с этой книгой. Вы можете ознакомиться с этой книгой в полнотекстовом варианте. Вам дополнительно ее искать не надо. Дальше. Значит, по теории, методике, технологии обучения и воспитания здесь предлагаем пособие Бабиной. Под редакцией Пискунова, обратите внимание, учебное пособие по истории педагогики и образования. По теории педагогики, пожалуйста, Сластёнин. Да, здесь вы тоже можете обратить внимание. Классический учебник. Слескова, управление образовательными системами, технологии внутришкольного управления. Здесь это все, что связано по 3-му разделу подготовки с тестами. Здесь вы тоже сможете найти интересующую вас информацию. Это та литература опорная, на которую вы, скажем так, которую вы можете брать для подготовки к тестированию. Повторюсь, тестирование вам нужно пройти в течение 1 часа в означенный уже диапазон времени. С 10 до 15:00. По всем остальным вопросам, которые касаются поступления, всю информацию вы можете найти на сайте. Это информация, связанная со стоимостью обучения. Напоминаю, что у нас коммерческая форма обучения, только коммерческие места, да, на заочной форме. Управление персоналом – это только заочное, дневного отделения здесь у нас нет. Вот. И если какие-то вопросы у вас есть, то вы можете их задать как на почту
Почту нашей кафедры вы найдете в описании под этим видео, либо по номерам телефонов. Конечно, вся справочная информация, она опять же будет дана вам через WhatsApp. Можете писать, опять же, все вопросы, которые вас интересуют. Вся эта информация, она будет в описании под этим видео. Ссылка, ну, разумеется, вся эта информация, она внизу, в описании. Мы, коллектив разработчиков магистерской программы и коллектив разработчиков вступительных испытаний, желаю вам успехов и надеемся, что у вас все получится. Удачи!